В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Серию краж открыли на днях якутские полицейские. Ранее неоднократно судимый мужчина проникал в гаражи и дачные дома, взламывая двери. С апреля месяца подозреваемый совершил 14 краж. При этом действовал крайне осторожно, каждый раз появляясь в новом месте. Основной целью вора были строительные инструменты. Много из похищенного преступник успел сбыть, а полученные деньги потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый по решению суда помещен в следственный изолятор. В рамках мероприятия «Должник», проведенного службой судебных приставов и сотрудников полиции, в республике возбуждено 109 административных дел по статье «Уклонение от административного наказания». С должников взыскано более 230 тысяч рублей, 21 человек подвергнут административному аресту. Жители Мирного продали квартиру, которой у них не было. Судом вынесен приговор в отношении двух жителей Мирного, которых обвинили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину». Мошенники разместили в интернете объявление о продаже квартиры по цене значительно ниже рыночной. Когда нашелся покупатель, преступники взяли с него залог в размере 50 тысяч рублей. Естественно, никакой квартиры у мошенников не было. Потерпевший обратился в полицию. На суде обвиняемые признали вину и добровольно обязались возместить причиненный ущерб. Суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. По факту гибели рабочего на руднике «Удачный» 10 августа 2019 года следственные органы возбудили уголовное дело. Следствие установило, что 10 августа в подземном руднике «Удачный» бригада рабочих выполняла работы по ремонту погрузочно-доставочной машины и буровой установки. Около 17 часов при переезде вентиляционной перемычки электрослесарь 1978 года рождения получил удар одной из транспортных лент и упал с самосвала. В результате падения мужчина получил множественные переломы костей таза и впоследствии от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении. На трассе Лена, недалеко от Алдана, водитель иномарки «Хонда» врезался в бетонное ограждение моста. На данном участке дороги идет ремонт, но водитель не обратил внимания на знаки и продолжил движение. В результате из-за плохой видимости не справился с управлением и попал в аварию. Бригадой скорой помощи он был доставлен в приемный покой Алданской больницы, где ему поставили диагноз – закрытый вывих правой бедренной кости. При проверке выяснилось, что водитель в прошлом году был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. В Нижегородской области локализован пожар на складе горюче-смазочных материалов. Прибывшие на место пожарные обнаружили горящими 2 склада, 2 административных здания и бытовое помещение, а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. Пострадали 2 человека, один из них был госпитализирован в ожоговый центр. К тушению пожара привлечено 128 человек и 37 единиц техники. Грузовое судно перевернулось на юго-востоке США. 4 члена экипажа грузового судна «Голден Рэй», перевернувшегося возле побережья штата Джорджия, все еще числятся пропавшими без вести. 20 человек были успешно эвакуированы. Подробности рассказывает Артем Сторонов. Грузовое судно «Голден Рэй», перевозившее легковые автомобили, утром в воскресенье опрокинулось на бок и село на мель в проливе Сент-Саймонс-Саунд возле города Брансуик, штат Джорджия. По словам очевидцев, из его окон начали вырываться языки пламени и клубы черного дыма. Прибывшие на место сотрудники береговой охраны эвакуировали вертолетом 20 человек, однако 4 членов экипажа все еще числятся пропавшими без вести. Из-за пожара спасатели решили, что опускаться на борт 200-метрового судна для поисков слишком опасно. К вечеру воскресенья языки пламени и дым пропали, но, по словам специалистов, огонь может продолжать распространяться внутри корпуса. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Также предстоит установить, что именно загорелось в трюме. Спасатели говорят, что как раз по правому борту, примерно в той части судна, откуда вырывался дым, находится груз. «Голден Рэй», шедший под флагом Маршалловых островов, должен был пришвартоваться в понедельник в Балтиморе, штат Мэриленд. Из-за аварии судна порт Брансуика остается закрытым. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.